Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. В Абхазии разгар сбора урожая цитрусовых. В этом году количество реализованных мандаринов уже превысило показатели предыдущих 2 лет. Об этом в интервью абхазскому телевидению рассказал заместитель председателя Государственного таможенного комитета республики Ошан Гиквициня. Вывезено почти 12 тысяч тонн, 11 975 тонн вывезено. В прошлом году тоже на это же число было вывезено 2794 тонны. Ну, мы опять-таки, в силу того, что прошлый сезон был, к сожалению, провальным в плане цитрусовых, мы ориентируемся на позапрошлый. Вот в позапрошлом за этот же период было вывезено 6616 тонн. Полную версию интервью зампредседателя ГТК Абхазии Ошан Гиквициня смотрите сразу же после новостей. Научная конференция, посвященная 80-летию народного поэта Абхазии, академика Академии наук Республики Мушнила Асурия, прошла сегодня в Абхазском институте гуманитарных исследований. В мероприятии приняли участие научные сотрудники, абиги, друзья и коллеги юбиляра, члены семьи Мушнила Асурия. Репортаж Сарисмар. Народному поэту Абхазии, лауреату государственной премии имени Гулия, кавалеру ордена Ахец-Апша первой степени Мушнила Асурия исполнилось 80 лет. Творческая жизнь известного в Абхазии за ее пределами деятеля весьма разнообразна и полна интереса. Мушни Таевич не только талантливый поэт, но и выдающийся переводчик. Благодаря его перу такие произведения мировой литературы, как Евгений Онегин Пушкина, Мцири Лермонтова и Витязь в тигровой шкуре Руставели заговорили на абхазском языке. Произведения Мушнила Асурия всецело направлены на развитие родной литературы. Он всегда старался донести все творческое разнообразие и колорит абхазской литературы до широких кругов читателей. Участники конференции в своих выступлениях отмечали неоценимый вклад Мушнила Асурия в развитие абхазской литературы. Поэт выражает думы и надежды родной Абхазии и ее стремление к возрождению и развитию в своих произведениях, которых не один десяток, отмечалось на конференции. Поздравить Мушнила Асурия приехали его российские друзья и коллеги. Многие прислали поздравления в адрес юбиляра. Среди приглашенных российская поэтесса и переводчица Наталья Ванханен. Именно она перевела произведение юбиляра «Отчизна» на русский язык. Когда я взялась переводить эту огромную вещь, мне было страшно, скажу прямо. Потому что такой огромный, просто неподъемный материал. И в процессе работы я сделала для себя очень много открытий. Во-первых, конечно, это сам автор, вот сам Мушнил Асурия, его талант, его необыкновенная работоспособность и энергия, и которая чувствуется и в этом тексте, и вот во всей его жизни. Мушнил Асурия поблагодарил собравшихся за теплые слова и пожелания, а также выразил благодарность доктору филологических наук, заслуженному деятелю науки Кабардино-Балкарии Адаму Гудову, приславшему поздравительное письмо за прекрасно написанную глубокую статью о романе писателя об Абхазии и абхазской литературе. На сегодняшний день Мушнил Асурия возглавляет Ассоциацию поэтов Абхазии, является главным редактором литературной газеты «Созвездие» и журнала «Ако Сухом», награжден российской медалью Пушкина. Медаль была присуждена юбиляру в 2010 году президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым за большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и развитие культурных связей с Россией. Сарисмар, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Завтра, 12 декабря, предусмотрен еще ряд мероприятий в честь 80-летнего юбилея народного поэта Абхазии Мушнила Асурия. В 11 часов утра в Государственном музее состоится выставка по произведениям и презентация книг Мушнила Асурия. А в 16 часов вечера в Абхазском драматическом театре имени Чанба состоится творческий вечер, посвященный юбилею народного поэта.
Лихачество на дорогах Абхазии продолжается. Сегодня рано утром камеры наружного наблюдения зафиксировали опасную езду в центре Сухума. На кадрах водитель белого «Мерседеса» сделал несколько кругов на проспекте Леона в Сухуме, после чего не справился с управлением и врезался в здание. Как прокомментировали в пресс-службе МВД, в отношении водителя автомобиля «Мерседес» 1986 года рождения составлен административный протокол об административных правонарушениях. Автомобиль помещен на служебную стоянку УВД по городу Сухум. За нарушение правил дорожного движения, приведшее к созданию аварийной ситуации, предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа до 80 МРОТ или лишения права управления автомобилем на срок от 3 до 6 месяцев, либо направление на пересдачу экзамена по правилам дорожного движения. Еще одна авария произошла сегодня в Сухуме, к сожалению, со смертельным исходом. Как сообщает пресс-служба МЧС Абхазии, примерно в 15:40 по улице Агумава в Сухуме водитель грузовика врезался в дом. Еще до приезда сотрудников МЧС водитель был доставлен в республиканскую больницу очевидцами происшествия. Водитель скончался, причины аварии пока неизвестны. К другим новостям. В Москве состоялся первый концерт в рамках международной благотворительной акции «От сердца к сердцу» фонда Ашана. Юные танцоры Гагрского хореографического ансамбля «Гагрыпщ» начали эту эстафету, приняв хрустальное сердце, символ проекта. Все средства, полученные от концерта, они перечислят в фонд Ашана. Фонд Ашана работает в Абхазии уже 7 лет, спасая жизни наших маленьких соотечественников. В этом году было принято решение расширить географию деятельности, поскольку очень много людей, живущих за пределами Абхазии, тоже хотели бы оказывать помощь попавшим в беду детям. Так родился международный проект «От сердца к сердцу». Акция продумана таким образом, что каждый желающий, независимо от рода деятельности, может внести свой вклад. Участники проекта передают друг другу символ акции «Хрустальное сердце». Задача этого проекта – объединить наших соотечественников по всему миру и оказывать друг другу помощь. Сегодня у нас будет первый благотворительный концерт в рамках этого проекта. Даст его детский хореографический ансамбль «Гагрыпщ» из города Гагра. Нам очень приятно, что первыми откликнулись именно дети. Это очень трогательно, очень символично. Художественный руководитель ансамбля «Гагрыпщ» Тенгизка Кубава, узнав о проекте, сразу принял решение взять на себя эту благородную миссию. Так ансамбль стал первым обладателем «Хрустального сердца». Проект поддержали родители участников ансамбля и руководство администрации Гагрского района. И вот юные танцоры впервые на гастролях в Москве выступают на сцене ГИТИСа. Несмотря на 2000 километров, оставшиеся за плечами накануне, ребята с азартом показали все свое мастерство. В репертуаре ансамбля танцы народов Кавказа и русский народный танец. Особенное тепло зрители принимали выходы младшей группы ансамбля. Не обошлось и без сюрпризов. Дети показали дефиле национальных костюмов. В концерте также звучали эстрадные песни. Узнав об акции, принять в ней участие захотели начинающие художники из Гагрского района. Они привезли в Москву выставку под названием «Зимняя Абхазия». Несмотря на юный возраст, дети понимают, как важно объединять усилия, когда приходит беда. Если будет нужна моя помощь, я всегда буду рада подарить или дать на аукцион свои работы, свои картины. И вот эта сумма денег, которая будет продана за мою картину, я обязательно и переведу больному ребенку. О важности таких мероприятий говорили и наши соотечественники, проживающие в Москве. Каждый из них, придя сегодня на этот концерт, внес свою маленькую лепту в дело спасения больных детей. Во-первых, хотела бы выразить благодарность организаторам, потому что на сегодняшний день жизненные ценности настолько упростились, что очень популярность набирают совершенно другие мероприятия, да, и когда ты видишь, что организовывается подобное мероприятие и люди хотят помочь таким образом, да, хотя бы одному человеку, то есть ты понимаешь, что добро
не умирает, добро побеждает зло. После концерта на сцену вышли учредитель фонда Ашана Беслан Шакая и исполнительный директор проекта «От сердца к сердцу» Эсма Хакба. Они поблагодарили руководителей и артистов ансамбля, а также зрителей. Символ проекта «Хрустальное сердце» из рук Тенгиза Кокубава приняла представитель детской студии Яйрума ансамбля «Шаратын» Мактина Бебия. Теперь им предстоит выполнить важную миссию и также бережно передать сердце следующему участнику. Самое главное, что человек может сделать для другого человека, для детей, это, наверное, расплатиться как-то добром. У нас есть очень много больных детишек, которые, правда, нуждаются в нашей поддержке. И я считаю, что это долг каждого помочь как-то, чем-то. Поэтому я безумно рада, что проводятся такие мероприятия, которые могут сплотить нас всех и сделать такое доброе дело. Дети показали прекрасный пример того, как каждый человек в силу своих возможностей может оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Все средства, собранные от концерта, пойдут на лечение нашего маленького соотечественника Адгура Лагвилава. В преддверии Нового года и Рождества по всей республике проходят праздничные мероприятия. Какие именно спектакли, представления и концерты состоятся в последний месяц уходящего года и какие премьеры ожидают зрителей в новом 2019 году, узнавала Алика Трапш. Во все времена Новый год и Рождество считались сезоном чудес. И где еще праздничная магия ощущается более ярко, если не в театре? Когда в зале гаснет свет и открывается занавес, каждый зритель новогоднего спектакля непременно переносится в мир доброго волшебства. В последние дни уходящего года и период новогодних каникул Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба приглашает всех зрителей на премьеру детского новогоднего представления молодого режиссера Гудисы Тодуа «Новогодние подарки», а также на новогодний спектакль «Волшебная палочка» режиссера Алхаса Шамба. 15, 16 и 17 декабря мы приглашаем всех школьников, родителей, всех желающих увидеть наших молодых актеров. В нашем малом зале будет представлена пьеса, спектакль по пьесе Анзора Мукба «Волшебная палочка». До Нового года, вот с 20-х чисел, и потом первые дни января тоже, но в Новом году уже будет представлен новый наш спектакль. Называется «Новогодние подарки». Это тоже будет с подарками для детей, так что родители с детьми могут прийти к нам. Это будет происходить уже в большом зале. Предстоящие новогодние праздники традиционно стали возможностью не только отдохнуть от работы, но и культурно обогатиться. Оригинальная программа спектаклей разработана с учетом разного возраста зрительской аудитории. 17 и 18 декабря Русдрам приглашает зрителей на премьеру спектакля «Хаджи Мурат» по повести Льва Толстого в постановке режиссера Адгура Ковы. А 27 декабря состоится премьера новогоднего спектакля для детей и их родителей «Пиратский праздник Новый год». Детей ждут танцы, песни, забавные ситуации, игры. Это будет интерактивный спектакль. И с 27 декабря по 30 декабря в 11 и 13 часов, а также со 2 января по 5 января в 11 и 13 часов мы ждем детей на этом замечательном новогоднем спектакле, цель которого – подарить детям новогоднее настроение. В последний месяц уходящего года, а также в январе 2019 года в Абхазской государственной филармонии пройдет ряд интересных культурно-просветительских программ, концертов и представлений. 17 декабря состоится сценическое представление «Киноревью» с участием российских артистов, а 18 декабря официальное открытие малого зала, где пройдет небольшой концерт с участием солистов филармонии. 19 декабря там же пройдет большой концерт с участием известных артистов России и Приднестровской Молдавской Республики. К нам приезжают гости из Москвы, из Приднестровья, артисты Павел Иванов, заслуженный артист России, финалист телевизионного проекта «Голос». Еще приезжает Игорь Милюков, заслуженный артист Приднестровской Молдавской Республики. Еще приезжает Иван Вилюков, солист Московского театра оперетты, лауреат международных конкурсов. Приглашаем вас всех.
Кроме того, 21 и 26 декабря пройдут ежегодные отчетные концерты Государственного ансамбля народного танца «Кавказ» и детского хореографического ансамбля «Абаза». А 25 декабря состоится праздничный новогодний концерт, организованный столичным отделом управления культуры. А уже в новом году, 10 января, на сцене Государственной филармонии пройдет показ ежегодного рождественского представления для детей, организованный Священной митрополией Абхазии. Именно такова афиша спектаклей и концертов уходящего года и нового 2019-го. А какой из них посетить – выбор за зрителями. Аля Катрапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Аппарат Кабинета министров Республики Абхазия объявляет об открытом конкурсе на замещение вакантных должностей референта Управления правового обеспечения, юриста Управления по гуманитарным и социальным вопросам, референта Управления пресс-службы и информации и корректора канцелярии. Общие обязательные требования кандидатам на замещение вакантных должностей: наличие гражданства Республики Абхазия и профильного высшего образования. Опыт трудовой деятельности по специальности сроком не менее 2 лет. Прием заявлений и резюме кандидатов на замещение вакантной должности осуществляется в Кабинете министров до 24 декабря. Сухумский водоканал сообщает, что 12 декабря в связи с ремонтными работами по улице Адлиба, первый проезд, район Маяк, улице Бейгуа и проспекту Аяйра с 0 часов до 18 часов будет прекращена подача питьевой воды в районах Старый поселок, Центральная и Нагорная части города, Колос, Вием, Маяк, Гумиста. И в завершении выпуска на погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, температура воздуха ночью 4-9, днем 9-14 градусов, температура морской воды 14 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.